Поводом для встречи представителей всех сел Очимчирского района с главой государства и членами правительства стала неспокойная общественно-политическая ситуация в республике, сложившаяся в предпраздничные и праздничные дни в связи с фактом помилования Георгия Лукава. В начале встречи собравшиеся почтили минутой молчания память героя Абхазии Владимира Аршба, скоропостижно скончавшегося утром 16 января. Испокон веков у абхазов мнение старших было главным и решающим во всех ситуациях. Почти все представители Совета старейшин Очимчирского района присутствовали на встрече. К собравшимся обратились председатель Совета старейшин района Аполлон Думава и глава Совета села Адзюбжа Нукзар Кация. Один великий поэт сказал такие слова: «Легко народом управляет, если он одной страстью увлечен». Вот пока у нас не будет одной цели, одной страсти, понимаете, мы никогда не объединимся, никогда к определенной цели не придем. К великому сожалению, это так. Естественно, не все гладко. Все гладко было, все довольны были, все было хорошо, не было в этих собраниях, не было в этих призывах и так далее. Безусловно, что-то надо менять, что-то надо делать, что-то надо создавать. Это уже закономерностью стало. Кому-то что-то не понравилось, все, завтра сход, завтра собрание, его надо убрать. Сегодня ситуация в Абхазии сложилась такая, что, подавая тебе руку, одновременно подставляете ногу. Вы понимаете? А не может быть команда сильной и двигаться вперед, если искренне, с большим желанием, люди не будут служить тому, кого они избрали, и не просто будут вокруг него кружиться и что-то свое выманивать и требовать. Они должны служить и отслужить эти 4, 5, 6, 7, сколько лет отведено этому человеку. Мы же не даем возможности работать людям, и правительству, и президенту не даем возможности. Если какой-то план, набросок, сделать что-то хотят, завтра митинг, послезавтра митинг, через неделю митинг. Друг друга начали уже, руку подняли друг на друга. Завтра, послезавтра кровь прольется. И что тогда? Нас что, миллионы? И будем вот так всю жизнь друг другу мстить? Сюда пришли, я уверен, те люди, которые хотят единства Абхазии, любят свой народ, любят свою нацию. Во имя этого своих сыновей вы положили, мои родные, своих братьев и сестер положили. Давайте уважим их память. Давайте не забудем то, во имя чего, ради чего сложили они свои головы. Будем мудрыми. Неужели нас только война может объединить? Что нам нужен враг для того, чтобы мы объединились? Я думаю, это не надо. Хватит наш народ, что перетерпел. Все выступавшие выражали обеспокоенность сложившейся в стране ситуации. Необходимо все споры и разногласия между оппозицией и властью решать в законном русле. Практику митингов и спонтанных сходов пора прекращать, подчеркивали они. По мнению жителя села Пакуаши Заура Гындия, правоохранительным структурам Абхазии надо более жестко реагировать на такие нарушения законов, как несанкционированные митинги, клевета и высказывания, порочащие честь и достоинство граждан. С оценкой политической обстановки в стране перед собравшимися выступил президент Рауль Хаджимба. Аҵыхәтәангьы иҭагылазаашьақәа иҟалаз, уи политика усс, уи ҽыҵган, аҩнҭҟарра, ацәшәаара иазку аусқәа ракәын. Сара ахара схараҵан ҳәа изҿқәо ԥыҭҩык, ахара сацәшәаӡом. Исхаразар, ишахәҭоу ала исызныҟәон аҳәынҭқарра, азакәан ишаҳәо ала аус сақәдыршәароуп. Аха агәра сгоит. Шәаргьы агәра шәсыргар сҭахуп. Аконституциа излаҳәоз ала сыԥныҟәоит. Исаҳауеит, ма лукавак рзырԥсахи, аамҭа зыргеи, лукавагьы, агьырҭгьы зегьы рыԥсахрақәа зызкыз хаҭала ҳахьцәа ауаԥсаа ракәын. Сыжәлар сымҭиит, сыдгьыл сымҭиит, исҭаху акы заҵәкоуп. Уаҩҵас ҳарҭ зегь ҳаизыӡырҩны мҩак ҳаицықәларц. На заседании говорили и о социально-экономических проблемах в районе. Как отметил премьер-министр Беслан Барцыц, в прошлом году всем районам Абхазии на развитие сельского хозяйства было выделено по 5 миллионов рублей, а Очимчирскому 5 миллионов 790 тысяч. По инвестпрограмме в Очимчире строится новый детский сад, в селе Тхина – школа. Пусть не так быстро, но поэтапно восстанавливаются дороги, решаются проблемы с водо- и энергоснабжением. Развитие сел сегодня – это одна из главных задач, стоящих перед руководством страны, подчеркнул Беслан Барцыц.
Министр сельского хозяйства Даур Тарба сообщил, что на стимулирование частного сельскохозяйственного сектора в Ачимчирском районе в 2017 году было дополнительно выделено порядка 8 миллионов рублей. 37 миллионов вложено в строительство завода по производству меда в селе Кындых, который начнет работать уже совсем скоро. Во всех районах страны весной прошлого года за счет государства провели весеннюю вспашку сельхозугодий. На эти цели было выделено более 7 миллионов рублей. Усилия по развитию сельского хозяйства в стране будут продолжены, подчеркнул министр. К концу февраля в республику поступит новая сельхозтехника. 200 миллионов рублей выделено на приобретение машин. На встрече затрагивались проблемы экономики, борьбы с преступностью, все, что волнует общество. Проблемы, которые можно решать только объединившись, подчеркивали все выступавшие. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.